Очередной готов? Готов. Внимание. Вперед! Подняться в гору, да еще и на время, это совсем непросто. И сразу попасть в мишень. Пожалуй, этому способствуют не месяцы, а годы тренировок. Чтобы дыхание не сбилось, а сил хватило на весь этап, бойцам приходится тренироваться каждый день. Здесь достаточно минуты, но даже и они длятся вечность. Выиграть заветные секунды можно и на старте, и при стрельбе. Ты начал бежать. У тебя оружие еще было не в кобуре. Ты побежал, а потом его убрал. Ты покинул зону безопасности с оружием, не убранным в кобуру. От упражнения к упражнению задача становится все серьезнее. Теперь бег с 32-килограммовыми гирями и стрельба с расстояния 20-25 метров. Выживает, как и выигрывает сильнейший. Сейчас сборная команда Чечни из 8 человек готовится к чемпионату мира среди лучших силовых подразделений планеты. Он пройдет в Иордании. Даже примерные задания никто не знает, поэтому команда должна быть готова ко всему. Физические нагрузки максимальные. Акцент на точную и быструю стрельбу. Подошли на рубеж, выстрел произвели и стоите думаете, что мне дальше делать. У вас должно быть все на автомате. Требования к чеченским бойцам достаточно серьезные. Они проходят тренировки уже 4 месяца подряд. Высокогорная подготовка длилась более 3 недель. И вовсе не случайно. В Иордании условия проведения чемпионата схожи с нашими. Поэтому тренировки проходят не только на земле, но и под водой и даже в воздухе. Смысл этого турнира заключается в том, что там максимально приближено к жизненным, к реальным условиям. То есть там все как на войне. А на войне не побеждает один человек. На войне побеждает только команда. И поэтому выполнение упражнений всегда происходит в команде. Мы готовим команду именно, чтобы они были командой. Чтобы это не были высоко профессиональные, подготовленные бойцы, индивидуалисты, скажем так. Чтобы они были именно вот командой. На протяжении 5 километров у бойцов 4 рубежа. 2 из них для стрельбы из пистолета и 2 из карабина. Дистанция преодолевается на время. Перепад высот больше 350 метров, что в горах очень существенно. Важная деталь – патронов столько же, сколько и мишеней. Промахиваться нельзя. Отработка упражнений проходит не только в горах, но и на равнине. Например, преодоление населенного пункта группой под прикрытием снайперов с перекрытием всех опасных секторов. В рамках сборной Чеченской Республики функции штурмовиков выполняют 6 человек, снайперов 2. Иду. Держу правую. Пока бойцы проходят тренировки в щадящем режиме. 28 февраля наша сборная выезжает на финальный этап подготовки к чемпионату в Иорданию, который пройдет в апреле этого года. В планах попасть в тройку лучших силовых подразделений планеты. Зураб Центроев, Алевтина Банадыкова, Тамерлан Арсанукаев. Новости.